сожалению, многие из них или разрушены, или находятся в печальном состоянии, но тем не менее в свое время наши предки были одни из первых христиан на земле, одни из первых. И огромное количество святых, аланских святых, находятся в сонме святых православной веры. Вот Виталик Санакоев, он, кстати сказать, в период этой войны находился в Южной Осетии с сыном. Может быть, ты вспомнишь, при каких обстоятельствах, как это все это? Глазами стоят, чтобы слышно. Картины такие очень трагичные, стоят перед глазами 14 миротворцев, которых привезли, невинно убиенных, и они 23 лет, 25 лет, молодые парни, лежат на брезентовых носилках армейских с алюминиевыми ручками, вот, и смотрят в небо. У некоторых даже глаза еще не были закрыты. Вот это у меня на памяти то, что улицы Цхинвали были усеяны осколками, как щебенка при асфальте. И правильно говорят, Божья Матерь спасла город Цхинвали, потому что столько там осколков было, что должно было быть намного больше жертв. Наверное, Божья Матерь, точно держала под покровом своим и спасла всех, да. Многие сейчас говорят, что на самом деле это была бойня. Если орудия бьют по жилым комплексам, не по бойцам даже, кто там воевал, а по жилым домам, это значит бойня называется. Павел Михайлович, вы же там были тоже во время войны? А Руслов, скажите тоже. Представьтесь, пожалуйста. Кто? Павел Кабулов. О. Я даже не знал, я решал уже. Ну, Что воспоминания было? ваши, да, как 8 ситуация, августа, обстановка. какие вот события были? Ну, остановка, в принципе, по-большому известная, да, Фала. Мне вот обидно то, что сегодня людей нет, мало очень. Я с утра обзванивал кое-кого, и нам никто ничего не сказал, А в то время люди там были, на грани выживания. Еле-еле кто-то как-то их добивали прямо, хотели убежать в сторону Владикавказа, их по дороге прямо убивали. Вот, целыми семьями. Вот машина едет, там семья, отец, мать, дети, и сайфехстую автомесамортую. Я призываю по-большому в следующий раз, чтобы особенно вот южане мне и северяне, какая разница, чтобы пришли, просто почтили память, вспомнили наших дорогих ребят, которые погибли, которых больше с нами нет. Это наши близкие родственники, друзья. У кого-то отец, у кого-то брат, у кого-то сын, у кого-то еще что-то. Это самые лучшие представители нашей нации. Я просто молю Бога, что хоть как-то мы выжили, и спасибо Путину тоже, что нам дало государство. Наконец-то мы смогли. И вместе с другими находимся наравне. Спасибо всем, руководству страны. Спасибо бойцам. Я вот что еще хочу два слова сказать по поводу той обстановки, которая была в Петербурге на момент начала этой войны. Значит, уже или 8 или 9 числа на Марсовом поле представители осетинской общины собрались на стихийный митинг.
Там нас поддержали абхазы, проживающие у нас в нашем городе, поддержало казачество. Было очень много людей. Прямо с митинга Алан Пухаев направился в Южную Осетию, поскольку у него там остались родители, и он, конечно, беспокоился, что там и как там. Интересна реакция была грузинской диаспоры на все происходящее. Я был участником встречи скандинавских социологов, политологов с абхазами, осетинами. Тогда была Фатима Тамтуаева, Валера, как его, профессор этот. Георгиев? Нет. Да. Таказов. Таказов, Валера Таказов, я и одна грузинка там, она преподаватель английского языка в одной из военных академий, и она там в голос жаловалась о том, что бедные грузины их вдруг стали здесь притеснять, все такое 5-10. Но это было удивительно вообще-то. Никто Грузию не притеснял, просто в народе сложилось совершенно определенное мнение того, что грузинское руководство на то время поступило вероломно и подло, напав на спящий Цхинвал. И, естественно, как у любого другого человека, у наших петербуржцев соответствующая реакция была. Одним словом, здесь тоже шла война, но война шла информационная. Очень много было всяких разговоров. Была встреча в Смольном, организована Валентиной Ивановной Матвиенко, где хотели устроить такое братание, значит, грузин, абхазов, осетин. Но и вот они там сфотографировались, в том числе этот Валера Таказов, там и Поча Джинджал из Абхазии, и кто-то из представителей Грузии. Значит, там они пожали руки, то да сё. А кто еще ноги не остыли у убиенных? А уже тут, понимаешь, это целование, братание и все. Я не против. Там не надо убивать людей. Грустно. Обидно было и больно было больше всех людям, когда в Цхинвале не было ни телевизоры не работали, да, Михалыч, ни телефоны, все заглушили, нет было связи. И нашли на Ленина, там, жилмассиве, спидолу, советскую. И передают «Голос Америки», «Радио Свобода» передают, что русские войска, российские войска напали на Грузию. 2 дня уже была война, 2 дня, днем, не только ночью, днем уже мины падали в Цхинвале. Вот не только на 3-й день уже как бы зашли. Так было, Михалыч, да? 2 дня шла война во весь рост. Вообще там наоборот, где жители Цхинвали вот звонили там в Джаву, уже беженцы были с Квайса. И еще даже никто перевал не перешел. 2 дня уже была бойня там. Они уже кричат по радио Свободе, уже говорят по «Голосу Америки», вот на Ролове и на Спидоле, вот на жилмассиве, что, как его там, Кандализа Райс, переводили его, что вот Россия напала на Грузию. А на самом деле 2 дня была бойня. Потом с Божьей помощью все вот так обернулось. Ну что, Царство Небесное всем безвинно ушедшим из жизни. А мы на этом нашу акцию сегодня... Да, заканчиваем у этого памятника. Кто желает, может пройти к памятнику детям Беслана и возложить цветы. А я хочу поблагодарить всех, кто сегодня нашел возможным прийти сюда, вспомнить, помолиться, помянуть, поблагодарить всю паству храма Успения Пресвятой Богородицы, духовное руководство,
дай Бог всем здоровья, чтобы никогда не было ни войн, ни драк, ничего. Нам надо жить в мире и в дружбе. Жизнь очень короткая у человека. С Богом. Спасибо. Вам помочь икону? Ну, она простенькая, отец Илья. Но немножко мы... Да, и еще идея была Наша позиция. Тем более, ну, когда там схлынет эта вся волна, Наша позиция. А вон. Все, alles gut. Я блогеров ненавижу. Вот на что он меня подписал это вообще. Я ненавижу блогеров, честно тебе. Слушай, это Устал? ментовская чисто работа собирать. Конечно, какая ментовская. Множить ее, аккумулировать. Я же стал Ну, остановить. А? Я же стал Интервью дай вот. Давай, ты сам. Вот мы скажем с Аланом, Алан очень недоволен, потому что наши земляки не пришли. Понимаете, ребята, вас по одному тяжело всех обзванивать, каждому писать сообщение, приглашение. Вот есть у нас социальные сети, везде в группах опубликовано. Ну, вы приходите только тогда, когда пироги есть. Ну, не всегда же мы будем встречаться за столом. Нужны нам мероприятия разноплановые, культурно-массовые, там, памятные, и спортивные, и развлекательные. То есть разноплановые. Всегда же мы не будем за столом сидеть, да, и как бы, ну, самому кувга делать. Поэтому приходите, общайтесь. Есть информационное поле у нас, рассылку делаем, пожалуйста. Поэтому очень недовольны старшие, поругались, вот сейчас будем заниматься вопросом. Ну, я думаю, в следующий раз у нас будет больше, будем более организованы, что поделаешь. Сергей, пару слов можешь поделиться? Всем добрый день. Сегодня очень траурный день для всей нашей республики. Я Осетию не разделяю, считаю ее одним целым. Исторически на нашей республике выпало очень много бед, войн. Особенно вот в последние 20 лет это и множество терактов всевозможных, и война, можно так сказать, братоубийственная, и захват заложников в исламской школе. Значит, сегодня я, честно, печален еще тем фактом, что в самом деле пришло очень много наших соотечественников, проживающих в прекрасном городе на Неве. Лично я узнал об этом только сегодня, что будет сбор наших земляков, и принял решение с семьей приехать сюда. Вот. Желаю всем, чтобы в дальнейшем никогда никакие войны не повторялись, потому что любая война — это горе в каждом доме. Дай Бог, чтобы этого не было, и все жили в мире и согласии. Спасибо.